Крымские горы укрылись свежей зеленой листвой, а по степям широко разлились краски цветов. В многотысячелетней истории Крыма наступила очередная весна. Столь же свежая и зеленая, как и во все минувшие столетия. Земля остается неизменной, и каждую весну она щедро дарит свою красоту всем, кто обитает на ней. Таким же прекрасным был май и 70 лет назад, в 1944 году. Для людей, населявших тогда полуостров, та весна была особенной. Ведь не прошло еще и месяца, как с улиц крымских городов и сел изгнаны одни из самых жестоких захватчиков в истории Крыма – гитлеровцы. И люди полны радости и надежды. Надежды на скорое окончание войны и возвращение родных. Крымчане встречают советских солдат, спешащих городскими улицами далее, на юг, чтобы окончательно изгнать нацистов. Джанкой, Симферополь, Бахчисарай освобождены от оккупантов еще в середине апреля. С каждым днем германские войска отступают все дальше к морю. Наконец, более 20 тысяч их скапливается на узком мысе Херсонес под Севастополем. Больше отходить им некуда. И гитлеровцы яростно обороняются на оставшемся клочке земли. Они окончательно сложат оружие лишь 12 мая. Пока под Севастополем еще гремят последние выстрелы Отечественной войны на крымской земле, к ночным полустанкам в крымском тылу подходят грузовые вагоны, а по дорогам ползут полуторки с автоматчиками. Крым постепенно заполняют бойцы совсем другого фронта. Это вовсе не те солдаты, что окружили германскую группировку на Херсонесе. У этих своя война. Их насчитывается почти 2 дивизии, и их автоматы приготовлены вовсе не против немецких войск. Эти отряды выполняют постановление Государственного комитета обороны за подписью Сталина от 11 мая 1944 года о поголовном выселении из Крыма крымских татар. Причиной такого решения названо сотрудничество крымско-татарского населения с оккупантами. Надо сказать, что выявление, аресты, а порой и публичные казни тех, кто сотрудничал с оккупационными войсками, идут в Крыму уже с первых дней после бегства нацистов. Таких людей разных национальностей задержано более 5000. Среди них есть те, кто брал в руки оружие на стороне оккупантов, есть и случайные селяне, целыми списками внесенные гитлеровцами в реестры ради того, чтобы отрапортовать в Берлин о достижении поставленной цели, то есть набрать в Крыму местные батальоны числом до 20 тысяч человек, не меньше, чем было призвано крымских татар в Красную армию. Эти суды не являются секретом, многие из них проходят публично. Наблюдая за ними, люди сознают – война есть война. На ее протяжении крымчанам довелось видеть немало смертей и немало судов, и правых, и неправых. Впрочем, до войны тоже. Но едва ли кто из них в этот момент может подозревать, что на самом деле приговор вынесен вовсе не 5 и даже не 20 тысячам истинных и мнимых коллаборационистов. Приговор вынесен всему 200-тысячному крымско-татарскому народу. Младенцам, старцам, советским и партийным работникам, что переждали войну в тыловой эвакуации. Тысячам красноармейцев, что прямо в эти дни все еще сражаются с гитлеровцами вдали от Крыма. Все эти люди не только не имеют отношения к оккупантам, но среди них есть советские фронтовики и герои, носящие ордена и медали. Однако никакие заслуги не в счет, исключение не будет сделано ни для кого. Судьба этих людей предрешена их национальностью. Того, кто знаком с ранней советской историей, трудно удивить цифрами.
Жертвы революции, гражданской войны, довоенных репрессий по всей стране исчислялись миллионами. Однако во всех предыдущих случаях разделение на жертв и палачей определялось либо классовым происхождением, либо политическими позициями. Репрессии же по расовому признаку стали новым словом в национальной политике советского руководства, и крымские татары были не первыми, кого это веяние коснулось. В августе 1941 года, перед самым вторжением на полуостров гитлеровских войск, из Крыма было поголовно депортировано все немецкое население, общим числом около 60 тысяч человек. Доверчиво переселившись на полуостров еще по приглашению Екатерины II, крымские немцы давно утратили прямую связь с Германией, а уж тем более с Третьим рейхом Гитлера. Они даже разговаривали на диалекте, похожем скорее на старинные германские говоры XVIII века, нежели на современный немецкий язык. Тем не менее, все они до единого были высланы в Казахстан и прочие удаленные края. В тот день крымчане впервые почувствовали, каково это, когда навсегда замолкают голоса соседей, с которыми 1,5 столетия дружно жили дом к дому. Прошло совсем немного времени, как опустели и дома соседей еврейской и крымчакской национальности. Это было делом рук уже новых, гитлеровских властей. Их методы были радикальнее. Представители неугодных национальностей попросту истреблялись. Теперь, в 1944 году, нацисты уже изгнаны, а вот риск пострадать за свою национальность остался. Те чекисты, что явились на полуостров выселять крымских татар, уже имели некоторый опыт, опробованный на Северном Кавказе. Там с октября 1943 по март 1944, то есть сразу после отступления гитлеровцев, были депортированы 5 народов – карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши и балкарцы. Не все там прошло у НКВДистов гладко. Например, в Чечне несколько тысяч людей в дни депортации бежали с оружием в лес и долго укрывались там, успешно отстреливаясь от облав. Но Чечня – это особый случай. Восстания против большевиков имели там место еще с самого начала войны, а Крым – не Кавказ. Укрыться в Крымских горах куда труднее, чем в бездонных ущельях кавказских, да и восстаний здесь, в Крыму, никогда не было. Тем не менее, на чекистских грузовиках, что ночью заезжают на окраины крымских сел, стоят прикрытые мешковиной пулеметы. Старт операции назначен на раннее утро 18 мая. Историки, политики, журналисты выдвигали различные пояснения депортации крымских татар. Одни до сих пор защищают сталинскую аргументацию, давно опровергнутую как огульное обвинение даже самим советским правительством. Другие считали, что депортация была первым этапом неосуществившихся сталинских планов войны с Турцией. Звучали даже мысли о том, что, мол, Крым заранее расчищали для строительства здесь социалистического еврейского государства. Одним словом, окончательного согласия по данному вопросу среди специалистов нет и по сей день. Но, возможно, корни событий мая 1944 года следует искать глубже, чем в истории XX века. Попробуем обратиться к более далекому прошлому. На протяжении веков Крымское ханство было непростым соседом для восточноевропейских государств, польско-литовской державы и Московского царства. Их отношения в разное время менялись, от союзов к вражде и наоборот. Например, на рубеже 15 и 16 столетий Москва и Крым были союзниками в борьбе за независимость от Золотой Орды. Но когда крымский хан Менгли-Герай разгромил последнего ордынского правителя, бывшие союзники вступили в спор за главный трофей рухнувшей Орды, то есть за власть над волжскими ханствами Казани и Астрахани. Победу в этом соперничестве в конце концов одержала Москва, и отношения двух держав были навсегда
испорчены. С той поры крымские военные походы, несколько раз достигавшие самой Москвы, стали грозой русских границ. Дотянуться в ответ вооруженной рукой до далекого Крыма Московское царство не могло. Сотни лет ему оставалось лишь терпеть крымские удары как божью кару, да укреплять свои границы завалами леса и частоколами. Ханские войска приходили, когда их никто не ждал, опустошали обширные районы и бесследно исчезали за горизонтом. И когда международная ситуация и развитие вооружений позволили России впервые всерьез задуматься о наступательной войне против Крыма, в Москве возникла мысль самым суровым образом поквитаться с жителями полуострова. В ультиматуме, который Россия выдвинула Турции перед началом своей первой организованной крымской кампании 1687 года, среди прочих пунктов прозвучало требование о выселении из Крыма всех татар. Поход провалился, идея была отложена, однако не забыта. Почти век спустя, в 1770-х годах, русским войскам, наконец, удалось прочно овладеть Крымом. Поначалу целью оккупации было объявлено вовсе не присоединение полуострова к России, а лишь достижение Крымским ханством независимости от Османской империи. Екатерина II, почитавшая себя просвещенной правительницей, желала предстать пред Европой в образе бескорыстного миротворца. Между тем, за кулисами дипломатической сцены старая идея расправиться с крымцами зазвучала не менее грозно, чем прежде. В очередном заочном споре с турецким султаном императрица намекнула, что требует всего лишь независимости ханства, хотя, держа в Крыму свои войска, вполне могла бы и опустошить его, истребив тут всех крымских татар. Эта угроза тоже осталась лишь на бумаге. Миротворческая миссия Екатерины, как известно, завершилась в 1783 году присоединением Крыма к России. Императрица объявила в своем манифесте, что сохраняет за крымскими татарами их права и свободы, ни о каких казнях и репрессиях не шло и речи. Но правительство избрало другую тактику – постепенное вытеснение крымцев с полуострова путем раздачи их земель столичным помещикам. Так, уже через 12 лет после завоевания Крым лишился около 300 тысяч человек из своего примерно полумиллионного населения. Массовый исход обезземеленных селян за море в Турцию негласно поощрялся правительством и не прекращался все последующие десятилетия. Особо обильная его волна хлынула после Крымской войны 1854-56 годов, когда отдельные части Крыма были на время оккупированы войсками Великобритании, Франции, Сардинии и Турции. Именно тогда, а вовсе не при Сталине, впервые прозвучало огульное обвинение во всенародном пособничестве крымских татар противнику, хотя на самом деле в армии союзников не было создано ни одного крымско-татарского отряда. Это обвинение дорого обошлось крымцам. Власти создали для них такие условия, что на этот раз родину покинули более 150 тысяч человек. В истории Крыма XIX века известно несколько примеров локальных переселений, когда от крымских татар освобождались целые районы в Крыму, особенно на южном берегу. Но вместе с тем дойти до последней черты, то есть до тотального, поголовного выселения крымцев, имперские власти все же никогда не решались. Надо заметить, что среди всех мусульманских подданных Российской империи крымские татары подавали Петербургу, пожалуй, менее всего поводов к опасениям. В Крыму никогда не бывало антиколониальных восстаний, наподобие знаменитых Кавказских войн. И одна из причин заключалась в том, что крымские татары издревле привыкли целиком и полностью доверять своей аристократии. А она, вернее, та ее часть, что не была истреблена либо изгнана при покорении Крыма, вполне комфортно вписалась в дворянское сословие России, не строила мятежных замыслов и, соответственно, была далека от того, чтобы призывать соотечественников к борьбе.
Так, например, во время своего путешествия в Крым в 1787 году Екатерина II к ужасу своих спутников позволила сопровождать себя эскорту крымско-татарских вооруженных всадников. В ответ на опасения свиты императрица заявила, что доверяет своим новым подданным. И она не ошиблась. Как известно, царица вернулась домой живой и невредимой. Трудно представить, чтобы, допустим, Николай I мог бы столь же беспечно прогуляться среди покоренных им кавказцев. Понятно, что в 1917 году у большинства крымцев было мало поводов скорбеть о падении Российской империи. Смелая попытка крымско-татарской интеллигенции во главе с Номаном Челебиджиханом создать национальное правительство быстро потерпела крах. Потеряв еще не менее 50 тысяч человек от голода 1920-х годов, народ начал приспосабливаться к новым условиям. А интеллигентов-патриотов, уцелевших в революцию, советская власть милостиво пригласила к сотрудничеству. Она же, правда, и расстреляла их в 1938 году, в период кровавых чисток по всему СССР. Но это, как позже говорили большевики, были перегибы на местах. А в целом, с точки зрения красных агитаторов, крымских татар вполне можно было назвать самым передовым из угнетенных народов бывшей империи. Получив социалистическую автономию, крымцы очень быстро и без особых сложностей перестроили свою жизнь на советские рельсы. Крым не знал тех проблем, что сотрясали Советский Восток. Здесь не было ни басмачества, ни острого конфликта между новым укладом и феодальными устоями, а при начале Отечественной войны крымско-татарские призывники с готовностью отправились на фронт в Красную армию. Германская оккупация Крыма в 1941 году изменила многое в жизни крымчан. Как и на других завоеванных землях, германское командование поначалу пыталось заигрывать с национальными общинами Крыма. Однако окончательной целью нацистов было поголовное выселение местных жителей. Под тем предлогом, что в поздней античности на полуострове обитало древнегерманское племя готов, нацистские идеологи мечтали превратить Крым в коренную немецкую территорию с прямым подчинением Берлину. Планировалось, что после окончательной победы Рейха Крым будет заселен чистокровными немцами из приальпийских областей, а все прочие обитатели полуострова, включая и крымских татар, будут выселены отсюда вон. К счастью, гитлеровским планам не суждено было сбыться, но на подходе уже были планы сталинские, которые и воплотили давний замысел о выселении, возникший еще задолго до большевиков. Ранним утром 18 мая войска НКВД с автоматами врываются в жилище крымско-татарских семей с приказом немедленно следовать к месту сбора. Людей гонят в грузовики, а затем везут на вокзалы и полустанки к заранее приготовленным вагонам. Пулеметы на бортах грузовиков, за исключением единичных инцидентов, использовать так и не довелось. Крым сопротивления не оказал. Те, кто умел сражаться, в эти дни находятся далеко от дома, на фронте, а немалая часть прочего мужского населения за несколько недель до 18 мая была собрана в трудовые отряды и отвезена подальше от семей по благовидным предлогам борьбы с военной разрухой. Там, на трудовом фронте, им и объявят о депортации и выселят их отдельно от семей. Почему же все сменявшие друг друга в Крыму власти всегда рассматривали крымских татар вне зависимости от степени их лояльности как неблагонадежных подданных, как народ-диссидент? На этот вопрос трудно ответить, если исходить из реального опыта взаимодействия властей с крымскими татарами. Ведь 150 лет мирного сосуществования в одном государстве должны были твердо доказать, что крымцы никогда не представляли собою скрытой угрозы. Уж скорее похоже на то, что отношение к ним строилось на недоверии и предрассудках, порожденных древними, прочно укоренившимися страхами перед давно затихшим в веках топотом крымской конницы. Сам Крым давно забыл об оружии.
Воспоминания о далеком прошлом, когда, например, в 16 столетии ханы могли вывести в бой 250 000 воинов, уже давно звучат в Крыму словно сказочные предания. Ведь основой ханской военной мощи были вовсе не садоводы крымских предгорий и не ремесленники крымских городов, а многотысячные орды быстрых и воинственных кочевников в причерноморских степях за Перекопом. Но их юрты и табуны были изгнаны русскими пушками далеко от крымских пределов еще в конце XVIII века. Тем же, кто остался, на протяжении многих лет оставалось лишь наблюдать, как пришлые господа делят между собою их единственную на земле родину. Но даже при всем этом у крымских татар всегда оставалось последнее, тайное и бескровное оружие. Оно заключается в памяти и в знании. Памяти о том, что их народ всегда выживал во всех трагедиях прошлого, и знании о том, что он непременно выстоит в любых испытаниях будущего. И это тоже пройдет. Как говаривал знаменитый Сулейман, пророк из Корана, герой многочисленных восточных легенд и обладатель волшебного перстня, шестиконечная печать с которого, призванная отгонять от людей злых джиннов, издавна украшает окна бахчисарайских мечетей. Быть может, именно поэтому коренной народ Крыма, на глазах которого возникло и угасло столько царств и цивилизаций, и не слишком склонен к вооруженным бунтам, кровавым мятежам. 18 мая 1944 года открывает новую главу в истории коренного народа Крыма. Вагоны для перевозки скота, плотно забитые растерянными, перепуганными людьми, трогаются в дальний путь на восток. Их везут в среднеазиатские полупустыни, казахские степи, уральские болота, сибирскую тайгу, прочь, на долгие годы прочь от долгожданной зеленой крымской весны. На этой дороге и в первые годы жизни в ссылке погибнет до 46% крымских татар. А те, кому посчастливится выжить, смогут вернуться на родину вместе со своими потомками лишь спустя 40 с лишним лет. Этого, впрочем, дождутся не все. Почти треть народа еще и в наши дни остается в местах сталинской ссылки. Итак, неужели причины депортации коренились в древнем страхе московских царей перед крымскими ханами? Нет, в истории не бывает таких простых пояснений. Тем более, что следующая волна расовых репрессий, грянувшая сразу же после выселения крымских татар, не может быть пояснена никаким страхом. Ведь не прошло и 2 недель после депортации крымцев, как изгнанию подверглись все без исключения греки, болгары и армяне Крыма. Всего около 37 тысяч человек. Уж их-то точно не боялись ни в старину, ни в революцию. Остается признать, что нормальный человеческий разум с его склонностью к поиску рациональных пояснений порой просто пасует перед нечеловеческой, бесчеловечной логикой тиранов. Остается лишь признать, что зло иногда причиняется просто ради причинения зла и потому не имеет ни объяснений, ни оправданий. У каждого человека можно украсть весну. У него можно отнять и 40 весен, а можно и целую жизнь. Но вот что украсть абсолютно невозможно, так это вечное возвращение весны на зеленые холмы его родины. Несмотря ни на какие морозы и засухи, весна всегда возвращается снова, столь же свежая и красочная, как и 100, и 300, и 1000 лет назад.